Здравствуйте, в эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Абсолют». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о неполной выплате заработной платы свыше 2 месяцев. Так, по данным следствия, подозреваемый, занимая должность руководителя ООО, в течение мая-сентября 2020 года не выплачивал заработную плату работнику предприятия. По данному факту в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Прокуратурой Алданского района признано законным возбуждение уголовного дела по факту незаконного хранения драгоценных металлов в крупном размере. Так, доследственной проверкой установлено, что на участке местности федеральной автодороги А-360 Лена на территории Алданского района сотрудниками ГИБДД остановлено транспортное средство марки Toyota Land Cruiser Prado. При приближении сотрудников полиции к автомобилю один из пассажиров через окно выбросил на улицу меховую рукавицу, которая была изъята на месте происшествия. Установлено, что в ней находилось 5 свертков природного рассыпного шлифового золота на общую сумму более 3,5 миллионов рублей, что является крупным размером. В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное следствие, ход которого находится на контроле прокуратуры района. Мошенники оформили кредит и похитили у жительницы Нанского района более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное МВД. Так, в дежурную часть отдела МВД России по Намскому району обратилась местная жительница. Она пояснила, что ей поступил звонок с незнакомого номера и представились сотрудникам банка. Далее они сообщили, что на ее имя был оформлен потребительский кредит. Для аннулирования данного кредита потребовали совершить операции в мобильном приложении банка. Поверив лжесотруднику, женщина выполнила все его указания. Позже потерпевшая поняла, что действительно подала заявку на кредит, и ей была одобрена сумма в размере более 300 тысяч рублей, которые были похищены аферистами, передает пресс-служба МВД по республике. А теперь к происшествиям из-за пределы региона. Один человек погиб после взрыва газа в доме в Зеленодольске в ночь на вторник в Татарстане. Взрыв в многоэтажке спровоцировал обрушение 6 квартир на 7-м этаже и еще одной этажом выше. Спасатели обнаружили погибшего мужчину и пострадавшую женщину. Ее доставили в больницу. Жильцов эвакуировали, им предложат временное жилье. На месте развернут оперативный штаб экстренных служб. Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве основной причины происшествия рассматривается взрыв бытового газа. Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели. Об этом сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping в Твиттер. Контейнеровоз Evan Given был успешно снят с мели в 4:30 по местному времени, в 5:30 по московскому времени, говорится в сообщении. На кадрах, опубликованных Рапли, видны работы по снятию судна с мели. Отмечается, что пока неизвестно, когда восстановится движение в Суэцком канале. Сейчас, по данным СМИ, в очереди находится 450 судов. Напомним, во вторник, 23 марта, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 200 тысяч тонн сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение судов в обе стороны. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.